Башкирская порода лошадей, как официально признанная, она возникла уже в декабре 1990 года, после того, как она была официально апробирована по приказу Министерства Российской Федерации. До этого она считалась башкирской лошадью. Башкирская лошадь, она возникла еще в XVI веке. Это очень древние и очень хорошие животные, которые, в общем-то, я считаю, теперь одна из лучших пород направления, продуктивного направления. Башкирская лошадь служила кочевнику для переездов, как источник мяса. Летом ее доили, получали от нее молоко, а во время сельскохозяйственных работ использовали как рабочие животные. Это по характеру башкирская лошадь очень послушное, доброе животное. Оно не строгое, с ней могут управляться даже дети. Дети кочевников уже в 4-5-летнем возрасте скакали на этой лошади, потому что лошадь, она позволяла собой управлять даже ребенку. Кроме того, башкирская лошадь имеет прекрасную молочность. По молочности это самая высокопродуктивная порода из существующих сейчас. Башкирская лошадь с приростами до 2 килограммов в сутки может набирать вес, и поэтому это высокие мясные качества этого животного позволяют ей выживать при табунном содержании. Эти прекрасные качества башкирской лошади сложились в ходе табунного содержания в очень экстремальных условиях, потому что животное без помощи человека должно было выживать даже экстремальные зимние холода. И оно действительно не зависело от человека. Зимой она добывала корм, разгребая снег копытом, и прошлогоднюю траву поедала. И за зиму лошадь в среднем теряла 60-70 килограммов живой массы. Но с появлением молодой зелени где-то в апреле-мае она начинала набирать вес, как я уже сказала, с приростами до 2 килограммов в сутки. Вот такое уникальное животное башкирская лошадь. И вот эти качества, они закрепились в ней потому, что если же, разумеется, в табунах были животные разного качества, то есть некоторые из них не успевали набирать нужный вес, чтобы выжить зимой. Но такое животное уже зиму не могла пережить и погибала. А в табуне оставались только самые приспособленные, самые продуктивные. И молочная продуктивность также совершенствовалась в ходе табунного содержания, потому что при табунном содержании, если матка не молочная, ее потомство не выживало. Она была не подготовлена к условиям табунного содержания и умирала полностью. Таким образом, ненужные гены убирались, а в табунах сохранялись только лошади с нужными качествами, такие высокопродуктивные. И таким образом, даже без участия человека, популяция совершенствовалась. Это селекция под влиянием естественного отбора. Человек в этом почти не участвовал, но участвовал только в том, что плохо упитанных или же холостевших кобыл из табуна всегда убирали.
То есть эти гены также уходили. Вот таким образом сложилась прекрасная порода лошадей. Единственное, чем она была нехороша, это низкорослость.